субботу в Камрате прошел 4-й инвестиционный форум «Инвест Гагаузия», на котором очень много и очень красиво говорилось о росте экономики Гагаузии, о стабильности и о полном доверии исполнительной власти и бизнеса в Гагаузии. Насколько это так, об этом мы поговорим в ходе передачи «Дискуссия» с предпринимателем Камрата Николаем Мардарь, руководителем фирмы «Агровинком». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы как бизнесмен, скажите, вот согласны вы с таким высказыванием, что бизнес и исполнительный комитет есть вот доверие, да, между бизнесом и исполнительным комитетом? Давайте я вам приведу один пример, и после, чтобы я не был голословным. Угу. Месяца полтора назад мне позвонили из управления экономики, даже, может быть, там, где-то так месяц или полтора месяца. Управление экономики Гагаузии. Гагаузии. Да? Что вот у нас приехали предприниматели из Могилева, не Могилева, а с Белоруссии. Угу. Предприниматели приехали, и там областная представитель с области. Мы просим вас прийти, там послушать, если у вас есть продукция, чтобы можно было торговать. Наладить какие-то связи, да? Наладить связи, договора, все. 9 часов. Я пришел в 10:09. Угу. Это состоялась картина галереи на почте. Я захожу, в зале никого нет, только представители с Беларуси и Министерства экономики. Угу. Ну, меня встретили девчата. Говорят: Николай Георгиевич, зарегистрируем вас. Я зарегистрировался, смотрю, я первый. Угу. Я осталось 5 минут, я говорю: можно я выйду пока в коридор, там есть еще время. Возле дверей спрашивают девчонка: а где еще люди? Да? И это самые остальные предприниматели. Она мне, знаете как, обзвонили всех. Никто не пришел. Это говорит о доверии. Вот теперь поймите, где исполком и где предприниматели. Угу. Пиарство не вот здесь надоело всем. А ваше мнение, почему вот так произошло? Почему так происходит? Чего предприниматели Гагаузии не доверяют? Или, может, не все, может, кто-то там с ними все же сотрудничает и... Давайте сейчас опять, чтобы не быть голословным, да? В России создан Союз предпринимателей Гагаузии. У нас есть такой союз? В России. У нас в Гагаузии есть такой союз? Когда-то мы пытались это сделать в Гагаузии, чуть-чуть она просуществовала, а потом нет. То есть без поддержки союз не может и существовать? Вы меня извините, властные структуры должны делать все, чтобы это было. И услышать чаяние этих предпринимателей и идти в ногу с ними. Почему? Потому что они создают рабочие места, они кидают свои деньги, они рискуют своими финансами. С ними нужно говорить. Так вот, председатель этой Российской союза предпринимателей месяц назад был здесь. Я говорю с ним: вот так-то слушайте, там 20 собралось людей, которые имеют деньги хорошие, в России раскрутились. Десятки миллионов долларов крутят некоторые. Ну, он приводит мне пример. Как вы думаете, есть основания нам всем кидать деньги в Гагаузию? Когда вот известный предприниматель Якупов Юра, который вложил деньги за то, чтобы это выборы были, это руководство пришло в Гагаузии, и после этого что сделали? Обманули. Возбудили против него уголовное дело, и он не может прийти к своим родителям Чебургу. Скажите, пожалуйста, он задает вопрос: стоит нам всем вкладывать деньги в Гагаузию? Нет. Пока не будет отношения. Пока есть такое отношение, нет смысла это. То есть вы хотите сказать, что у местных предпринимателей, вы сказали 20... Я сказал Московский союз предпринимателей. Теперь касаясь местных. Давайте так. Если местные люди, предприниматели, вложили свои деньги, я говорю о промышленности, о переработке, там все. Больше всего я сейчас коснусь сельского хозяйства, да? Человек кинул деньги, посадил сады. Была программа о развитии садоводства. Да, есть программа республиканская, где потом после посадки вы
подтверждаете посадку, вы подтверждаете, что у вас насаждение уже есть, вам выплачивают компенсацию за то, что вы частичные субсидии. Но вы рискнули своими деньгами, вы посадили, вы ждете, вы перерабатываете, надеетесь, вы обрезку делаете, вы каждый год тратите. Это длинные деньги. Это пшеницу посадил, убрал. А Сколько? посадить Полгода. сад? А посадить сад, 5 лет последить за ним, 5 лет химию, обработку, дезинфекцию делать сада, чтобы не было болезни, все. Это деньги длинные. Это долгие деньги. И вот представьте себе, и у вас нет сбыта. Вы дома то ли сами не лечитесь. Да? Я обращаюсь вот ко всем людям, чтобы они немножко поняли это. Вы дома сами не лечитесь. Вы детям, может, не даете лишнюю копейку. Может быть, где-то сами не едете лечиться или что-то. И вы ждете, что вам придет прорыв. И вот проходит 5 лет, нет этого. Я скажу так, я не говорю даже вот саду, я коснусь и виноградников. Вот все посадили столовые сорта, ребят. Вот смотрите ситуацию, приведу вам. Молдова, виноград. Вырастил человек, нету сбыта. Холодильник поставить в этом году, я обзвонил всех. Некуда. Почему? Полные холодильники слили. Не хватает холодильника. А у нас их и нету. Если вы считаете, что в Кангазе 1500 тонн, 300 тонн второй холодильник, 1000 тонн светлом, 300 тонн в Чок-Майдане и мелкие там 100-120 тонн пару штук. Это что, на всю Гагаузию 3000 тонн холодильника? Я был в Бричанах, 11 холодильников больших. 11 холодильников. В одном городе, да? Бричан в районе. У нас в Гагаузии всего лишь 3. Эти 11 холодильников, по-моему, где-то там на 30 или 40 тысяч тонн. 30-35 тысяч тонн. Вы понимаете? Люди выращивают и сдают в холодильник на хранение или покупатели есть все. Я почему скажу вам это? Вот на прошлой неделе у меня были представители компании «Магнит», российской компании. Мы с ним сотрудничаем. Мы весной отправляли продукцию, отправляли в Север Молдавии. Сегодня они приехали, мы приехали на юг, интересовала слива. Приехали, они запричили: Николай, а это что, вся Гагаузия? Вот это вот 2 холодильника, вся Гагаузия? Они не могут понять. Я даю им статистику, что в Гагаузии посажено около 4000 гектаров садов, которые вот еще будут давать. Они не могут понять, это что? У вас нету холодильников. На эти 4000 гектаров вам нужно 50 тысяч тонн холодильников. Они грузят с Турции. Вот приехал директор, представитель компании турецкой. В неделю 100-120 фур грузит. В неделю сельхозпродукции. Хорошо, вот программа САР, да, помогала гагаузским предпринимателям, были гранты. Вот, 6,5 миллионов все-таки евро было вложено в Гагаузию и в Тараклию. Можно было оттуда, не знаю, грант, что ли, написать и построить эти холодильники у нас в Гагаузии? Вот смотрите, программа, эти 6,5 миллионов, 5,5 или 6,5 миллионов? 6,5 миллионов, но Гагаузия и Тараклия. Да, часть ушло на социальный, а мизерная часть ушло на грантовую составляющую для переработчиков, но из этого пирога, я вам так скажу, очень мало переработчики получили деньги. Сельхозпроизводители. Сельхозпроизводители. Переработчики. У нас нету переработки в Гагаузии. Я вам могу на пальцах привести только пару сушилок. Бессарабия в основном свое там делают. Когда это должно быть в каждом селе. Не одно, а несколько. Маленьких. Пускай маленьких. Я вам приведу пример. Я был в Греции. Человек у себя дом, рядом с домом. Стоит у него маленький цех. Он принимает косточковые сливу, абрикос. Персик принимает. И сам заготавливает пюре. Делает 700 тонн вместе с семьей своей. 700 тонн делает. Может этот человек жить?
Он делает пюре, упаковывает и продает, да? Он делает в бочках пюре. Все, дальше он не перерабатывает. Он только пюре делает. Я, говорю, у всех собираю, кто-то сдает мне так, кто-то берет давальские, кто-то говорит, после деньги я покупаю, кто-то совместно с ним делаю, потом продаем, получаем. Варианты разные, это юридические нюансы. Но есть переработка. Вот представьте себе, человек посадил сад, 2 гектара, 3 гектара. Молодой парень, который решил остаться здесь. 5 лет ждал, потом некуда сдавать. Бросил и уехал. Да он раскорчует этот сад, хоть полгода я получу пшеницу, хоть есть муку сделаю, курей посмотрю и все. Но полеводство не дает, как вам сказать, большую прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость большую, где ручной труд и все остальное дает. Сады, виноградники, которые можно переработать на местном рынке, которые можно упаковать, которые можно, понимаете, когда возникает переработка, возникает кучу сопутствующих предприятий. Вот, например, нужна этикетка, не надо Кишинев, у нас есть вот типографии, да? Работает наша типография? Есть у нас. То есть уже можно ребята. заказать? Да, можно заказать. Ребята купили оборудование. Он купил, вложил тоже деньги большие. Ребята вот вложили в это. Нету заказа. Он-то рассчитывает, что будет, но нету. Почему нету? Нету другого. Все это взаимосвязано. Понимаете? Теперь дальше. Вот коснусь этого. Я вам говорил и говорю всем. Вот университет у нас аграрный. Есть университет, да. Скажите, пожалуйста, я так и говорю, когда всегда говорил и говорю, как тот крестьянин, когда одной ногой стоит на земле, куда ему деться? Вот куда этому студенту деться? Нету никакой переработки. Нету, чтобы у него жажды, чтобы он остался здесь и что-то сделал здесь. Куда-то пойти, получить более профессиональное образование. Где-то увидеть, как-то делают, прийти своими идеями. А полно таких ребят, которые имеют идеи. Вы представьте себе, но есть технологи. Вот при любой переработке нужна технолог нужен, типовый инженер нужен, потому что сейчас все на электронике. Инженер нужен, нужны высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие. Когда я слышу, что вот мы создадим рабочие места, да не надо их создать. Вы создайте условия. У вас не просят, чтобы вы создавали. Вы создайте условия для того, чтобы этот предприниматель мог работать. Какие условия? Надо было давать гранты, помочь. Если у него есть сад, и он пришел с идеей, что это переработать продукцию, вы знаете, это резонансом идет на всех остальных. Вот помните, 90-е годы, один построил заправку, все хотели заправки строить. Вот точно так же один построит переработку. Все сейчас подумают, опа, слушай, нужно построить. Но для того, чтобы построить переработку, нужно этого человека дать направление правильное. Что нужно ему? Его нужно... Поддержать финансово. Одно дело финансово. Второе, пригласить разумных технологов, пригласить с республики, пригласить сюда с лекциями других, собирать людей, учить людей. Чтобы не делали ошибки, чтобы не тратили деньги неправильно. Почему? Потому что можно купить кучу оборудования, которое не нужно. Или же знать, что покупать. Или же вы очень дорогое оборудование. Я вам честно скажу, оборудование очень дорогое. Или же вы когда поставите ему такую цепочку, для этого нужен специалист, чтобы поставили такую цепочку, чтобы он знал, что мне разработали, исходя из того, у меня, допустим, будет 100 тонн яблока или груш, айвы, сливы, что я смогу ее переработать, и мне оборудование дают на то, чтобы я смог свои 100 тонн переработать. Он будет спокоен. Почему? Он не будет переживать, что у него упало на землю, что некуда деть. Собирать, он знает спокойненько, собрал семью свою, поехал на поле, собрал 5 тонн, привез, переработал. Собрал 5 тонн, пришел, переработал. То есть нам нужны мини-заводики, да, такие для переработки сельхозпродукции. В основном корпорации имеют мощные предприятия. Но они фактически закупают, под себя берут мини-предприятия. Их точно так же обучают, что мне нужна вот продукция такого качества. Что вы мне такое, если вы такого качества не делаете, я с вами не сотрудничаю. И вы знаете, я в Греции был у гагаузов, они мне четко сказали,
нужно выполнять их требования. Вот мы выполняем. Сказали в этой зрелости собирать его. Вот нельзя собирать, допустим, для него персик зеленый для того, чтобы переработать. Он говорит, будет сахар, будет то-то, то-то. Он вынужден покупать приборчик, у них все остальное и проверяет. Ага, вот есть кондиция такой, все, я его могу взять и собрать и переработать. Вы знаете, это заставляет каждого учиться. Так вот, я почему говорю руководству Гагаузии. Надо приглашать, как сказать, людей, которые уже в республике что-то делают. То есть по обмену опытом, да, чтобы перенять. Вот смотрите, я вам привожу пример. Ну, я знаю, допустим, женщину одну, Костровец Людмила. Она уже за свои деньги, и в Европу выделила ей деньги. Она давно работала в институте питания. Она переработкой занималась. И сама имеет мини-производство, понимаете как? Она купила вот объект и у себя на объекте поставила мини-переработку. Мини. Это для того, чтобы показать, что можно получить и как получить. И сделала большой зал со стульями. И вот она за оплату берет людей, фермеров, кого-то лидеров и обучает. Вот я и вам говорю, и другим опять говорю, то есть Маяковскую, я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Это просто так, мы все в школе учили. Я бы технологом стал, пусть меня научат. Я бы смог бы переработать, пусть меня научат. Ну вот вы говорили, что университет этому обучает. Обучает университет. Но студенту куда деться, когда у него денег нету, а у кого есть деньги, он не знает, куда девать, или же как поставить, или не потратить деньги. Мало того, ладно, он поставит все свое, нету поддержки. Вот, как вам сказать, ну, вы, если, чтобы поставить переработку, нужны большие деньги. Это больше денег, чем даже сад посадить. Вы сделаете ему какую-то, освободите хотя бы на пару лет его от налогов. Вы ее получите потом. 100% получите, потому что у вас прибавочная стоимость есть большая. И я приблизительно анализ сделал в этом году. Потери из-за винограда и садов почти 400 миллионов лей. Гагаузия потеряла. Люди, бизнесмены, люди, почти 400 миллионов. Вы представляете, какие деньги? Вот вы давно в этой сфере работаете, да, в сельском хозяйстве. Вот насколько сложно сегодня предпринимателям заниматься сельским хозяйством? Ну, как сказать, если вы ко всему отнесетесь с умом и с пониманием того, что должно быть последствиями один за другим, тогда вы добьетесь этого. Если вы на ура просто пришли, да я это сделаю, даже не я говорю о переработке или говорю о садах, даже о пшеницу или же кукурузу. Если вы просто посадили необработанную пшеницу, она у вас подвержена будет болезням. Если вы не дадите удобрения в нужном количестве, вы не соберете столько-то пшеницы. Поэтому все должно быть с умом разложено и должно быть какой-то порядок. Как растение, как ребенок растет, хочет кушать. Как цыпленка вы берете, когда, да, маленького берете и говорите, опа, что у меня поднялся цыпленок, мне нужно витамины, подкормить его. Видишь, уже знаешь, что сосед дал, у него не умирает, или у него здоровый, а у меня вот падеж есть. Понятно? Вот так ко всему нужно относиться. Для этого нужно обучать. Не надо. Вот помните, когда форум-зал был, в газете давали, как в Ирландии относятся к сельскому хозяйству. Все читали, да? Что там не может быть предпринимателем, потому что у них земли нет и суровых. Что вам нужно обязательно кончать курсы какие-то и стать, вот тогда вы получите сертификат. Ну, у нас нету такого. Но в любом случае, вы же поймите, что нужно давать. Потому что это огромная проблема, да, для сельхозпредпринимателей, это которые не не проблема. имеют возможность. Это не проблема. Это должна делать местная власть. Так. Это должна быть местная власть. Она должна быть заинтересована, чтобы каждый предприниматель не потерял деньги. Она должна, потому что эти деньги оседают здесь. Но на всех форумах говорится о том,
насколько вот власть помогает предпринимателям, насколько вот это правдоподобно, мне интересно сейчас. Ну, вот сделали пару грантов, выдали кому-то. И вот на основании этого пиар невозможно. Ну, извините, я так скажу, вот это пиарство привело к тому, что люди не пришли когда с Беларуси приехали, да, бизнесмены, не верят. Потеряли доверие, да? Все это всем надоело, пиарство. Даже простой пример я вам скажу. Был женский форум, да, в России. Да. Пришел туда Путин. Ирина Федоровна была рядом с Путиным, поздоровалась с ним. Да, есть фотографии. Срочно на все базары. Ирина Федоровна встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным и пожаловалась, что у нас некуда сливы девать. Так слушай, что, Путин станет на базаре, будет продавать твою сливу? Или же тебе нужно было, извините, сколько там, 3 этажа у вас чиновника, который ездит Кишинев обратно, который тратит деньги непонятно на что. Вы возьмите эти деньги, аккумулируйте и пригласите сюда профессоров, пригласите сюда, вот я сказал, эту женщину, пускай она обучает. Будем говорить, из кучи предпринимателей найдется 10 человек. Ладно, 1 год 10. 2-й год 10. Глядишь, растет. То есть, я так, если правильно понимаю, вот предприниматели вот хотят, чтобы для них проводились тренинги, которых у нас в Гагаузии нету, да? Обучающие тренинги, как правильно вести. Вы знаете, что даже каждый профессор, который учится всю жизнь, говорит, чем больше я познаю, тем больше я познаю, что тем я лучше, дурак. Что я ничего не знаю. Ну, так я сказал, дурак, что я ничего не знаю. Каждый год есть, как вам сказать, технологии переработки сельхозпродукции. Развитие растет. Сегодня спрос на одно, завтра спрос на другое. Поэтому нужно не упускать это. Как вы шагать упустили, в ногу со временем, как говорится. Упустили, все. Я вам простой пример приведу. В Институте питания женщины привез технологию, как мне с Китая дали. Она говорит, Николай, я не знаю. Она сама призналась, женщина, потому что нам не давали деньги в 90-е годы, что мы ездили по миру, узнавали. Мы даже не можем выписать журналы какие-то, почитать это. Потом, конечно, изменилось же. Но сегодня есть интернет, это все возможно. Тот, который владеет передовым технологией, он никогда не выложит в интернет вам ни одной информации. Он только скажет, вот готовый продукт, а как это не ваше дело. Понимаете? Понятно. Это все... секреты, да? Секреты. Сегодня, чтобы выйти где-то продать продукцию, потому что все хотят продать продукцию, все хотят выработать что-то, нужно владеть информацией, ту, которую кто-то вам не хочет делиться с вами. Вот тогда получается, вы на коне, будем говорить. Вот так вот. Если, вот на тот вопрос, есть ли в Гагаузии резерв для того, чтобы море? Пример этого года. А не только этого, и у прошлого года также было. Ведь можно всю эту продукцию было сохранить, чтобы если она не были упала. бы холодильники, да? Были бы холодильники, были бы сушилки, были переработки на пюре, на повидло, на кучу всего. Вы бы сохранили это. Да, это уже не скоропорт. Его можно хранить год. Есть некоторые виды по технологии. И постепенно зимой 2. перерабатывать. Перерабатывать. А что, вы меня извините, чем кормят садики, школы? Чем кормят? Завозным все? Ну да, так проще. Так проще. Купить проще. Все завозное. А почему не поддержать? Я вам даже пример скажу. Ну, говорю о себе даже. У меня есть 15 гектаров айвы. Я пытался в этом году выйти на базар. Не в этом году, другие годы тоже. Места нет. Местный рынок, Местный. базар вы имеете в виду? Местный рынок. Знаете, ищите где хотите, но на Победе не торгуйте. На улице Победы хотела сказать место. Не торгуйте. А где мне торговать? Вот на окраине они мне говорят, вот на той улице, на там, за 2-3 квартала от рынка. Но если вы так делаете, почему вы инфраструктуру сделали все в центре? Все автобусы, которые с центра идут, все в центре. Все с районов, сел автобусы идут, вон они по Федько останавливаются, все в центре.
Почему тогда вы меня, производителя, выгоняете с этого центра, чтобы я мог торговать и продавать свою продукцию? Мало того, я вам скажу, вот женщина приехала из Краснодара, Камрадская. Говорит, знаете, я вот месяц была почти, 3 недели была у дочки в Краснодаре. Среда, пятница, суббота, воскресенье, не только в Краснодаре, и в районных центрах, вся площадь отдана фермерам. Ярмарки. Сентябрь-октябрь месяц сельскохозяйственные ярмарки. Все фермеры на площади. Вы меня извините, зачем мы с бюджета потратили кучу денег на эту площадь? Для того, чтобы ярмарка машин там была? Ну да. Вот там ярмарка машин, вы идите, там кучу машин. Так судят. Где у нас местная власть? Теперь спрашиваю, хорошо, вы хотите социальное государство, чтобы было, или же не социальное? А если социальное, почему вы дорогой продукт заставляете бабушку, дедушку идти на базар покупать дорогой продукт, а продукт дешевый, который на поле, не может человек выйти сюда и продать, чтобы человек мог забрать, где-то повидло сделать, где-то, дома в подвале себе сделать, на зиму запас, все остальное, по дешевке взять. Почему вы допускаете это? Почему вы не помогаете? Вот вы говорите, что должна делать местная власть. Почему вы не помогаете местному производителю продавать продукцию здесь? У меня есть друзья, которые с Кишинева закупают, там не смогут продать, привозят в Камрад. Потому что Камрад большой районный центр на юге. Ну вот в Фуджикуре же помогли открыть рабочие места. Да, помогли. Помогли очень сильно. Почему? Я спрашиваю сейчас, почему вы в Фуджикуре столько денег дали, построили ему, все условия сделали для того, чтобы он пришел сюда? И вот я слышал, забастовка там была, непонятно, что там требования. Обидно местному производителю. О чем вы говорите? Почему мне, который вырастил свой урожай, я не могу продать его на рынке? Я не могу продать в Камрате. Знаете, мне люди говорят, Николай Георгиевич, где вас найти? Вы же, все люди знают, я один раз наглую 3 года назад вот здесь на площади, прямо вот от почты, прямо на тракторе стал и с трактора продал. Люди говорят, мы вас помним, вы на тракторе, а чего вы поменяли место? Потом уже арендовал вот рядом киоск, там уже нет мест. Потом уже в этом напротив базара стал. В наглую, говорю, подходят работники полиции, говорю, мне сюда Башкана. Сюда Башкана, если вы хотите протокол, составляйте. Я платить не буду. Но сюда Башкана, я покажу, где должен быть местный производитель. Почему он прячется по углам, не может продать дешевую продукцию здесь. И мы говорим сейчас о том, что власть думает о переработчиках. Доверие власти. О чем доверять-то? Женщина одна, вот имеет 1 гектар с Кирсова, женщина, с сыном. Сын закончил, вот он, парень закончил университет, 1 гектар. Изумительно виноград обработал, все. Говорит, я знаю это, и отец занимался этим. Не может продать. 13 тонн винограда, столовые сорта. Не может продать, гоняет ее с одного места в другое место. Милиция прошла, она уходит в автобус. Пришла, опять ушла, то есть, опять выходит. если я вас правильно понимаю, полиция не позволяет местному производителю продавать свою продукцию. Полиция выполняет свои функциональные обязанности. Задание получает полиция. Но если вы так вы знаете, что местный производитель проводит это. Создайте вы ярмарку. Дайте эту площадь. Хотите круглосуточно? Нет, дать хотя бы субботу-воскресенье, чтобы люди могли покупать от производителя. От производителя, я вам честно скажу, вот Федор Петрович Чекмадане, сад, некуда сливы девать, приходят, покупают. Вот очень много говорят о том, что сливы сгнили, выкорчевываются сады. Да. Вот ваше мнение, вот вы больше там знаете, насколько это правда? Вот доскажу и сейчас вам объясню. Он продает с поля 3 лея, перекупщик покупает, у него приносит на базар 7-8 лей продает. Вот, скажите, пожалуйста, это забота почему? Простых, да, называется. Забота. Так хватит пиариться. Вот понимаете, вот сколько, вы говорите, почему не двигаться? Да вот сколько лет это говорить можно? Когда нет этого понимания сверху. Ну хорошо, когда люди выбирали власть, они же надеялись на то, что будет лучше, да, что продукция будет дешевле. Так же нам говорили, что будет сбыт в Россию. Вы знаете что?
Вот я вам только что сказал, что да, я имею право экспорта на Россию, но я не гружу гагаузскую продукцию. Почему? Потому что нет, магнит берет с холодильника все. Когда в России есть своя продукция, они, ну, как тяжело отправить. Но когда нету, они уже берут с Молдавии. То есть нужно выждать время, да? Для этого нужны холодильники. Холодильники нужны? Для этого нужна сохранение. переработка. Для этого нужно сушить, повидло делать, джемы делать, и расфасовывать в банки. Ну, кучу, я вам еще раз говорю, это иметь такую маленькую... Я сравниваю Гагаузию как государство. Иметь бюджет, иметь все. Да не надо вам, Ну, Ирина хороший бюджет Федоровна, у нас. очень, в 2 раза больше, чем было. Не надо вам ездить по заграницам. Вы остановитесь вот здесь. Почему вы не идете на поле и не показываете? Смотрите, у нас что творится. Вы хоть вышли, это, знаете, это катастрофа. Что творится с урожаем, да? Почему Ирина Влах только по заграницам, она прием не ведет граждан? Потому что люди придут и скажут это. Ей в глаза будут говорить. Она только по заграницам. Так вы возьмите один раз, соберите свой весь этот электорат, вы выйдите вон туда на поле, покажите, что творится с персиком, покажите, что с сливой. Вот ребята собрали яблоко. Вот с Магнита я пришел с ребятами, посмотрели яблоко. Вот в сторону Ферапонтик, да? Игорь, парень. Мы поехали, посмотрели. Я говорю, Игорь, красивое яблоко, ребята возьмут у тебя. И он ставит в подвал, некуда ставить. А знаете почему? Нет конкуренции в холодильнике. И холодильники, сколько мало их, ставят очень большую цену. Они хотят заработать. Ну, монополия, видите. Монополия. Было бы много, Да. было бы мало. Это меньше стоило. А так, они видят, нету никого, он поставит, заплати мне стоит. Хорошо, вот мы 4-й год проводим вот эти инвест-форумы, да? Вот говорим, я так понимаю, что там предприниматели собираются, говорят о проблемах, с кем-то знакомятся. Вот есть ли какие-то продвижения в плане инвестиций? И есть ли смысл вообще проводить эти форумы, если у нас такие проблемы в сельском хозяйстве, Вот, в экономике? Вот посмотрите, я задаю сейчас вопрос. До этого времени вкладывал деньги кто? Местный производитель? Местный бизнесмен. И сегодня. И что вы думаете, что дальше Вкладывают. придет вам кто-то? И сегодня, да, и сегодня вкладывают, ребята. И что вы думаете, что пришел какой-то другой? Да, вы попросили Фуджикуры. Очень хорошие условия для него создали. Понимаете как? Вы, а что бы не создали для местных такие условия? Для переработчиков такие условия. Вы знаете, самое обидно. Я написал заявление, попросил мне дать. У меня есть полгектара теплиц, садаки так и стоят. Там нет воды. Все, закончилась вода, выслал озеро, выслал все. И по сегодняшний день не заполнилось, нет там. Я написал заявление, потому что приморийская земля рядом. Там написал заявление, что выдали мне там, гектар земли, полгектара у меня теплиц есть, и поставить переработку. Возможно, потом и холодильник, все. Мне отказали. Мы не то, что отказали. Примария не допустила мое заявление даже на совет. Я иду Вадим Петрович, говорю, Вадим Петрович, помоги, вот посмотри, я могу переработать то-то, то-то. Да, без проблем, это очень хорошо. Мы всегда поддерживаем то-то, то-то. Напиши на мое имя заявление. Я написал на его имя. Знаете, что получил? Это прерогатива совета, я не имею права. Мы не имеем права вмешиваться. А теперь спрашиваю, опуститесь на землю. Не кричите со всех трибун. Вот приехал Дадон, говорит, что у нас в Гагаузии все хорошо. Вы пошли Путину там пожалуйста. Не надо говорить, что я против Путина или я против России. Что она хорошая, а вот мы плохие. Не надо обманывать этих людей. Этих стариков, У вас от того, что спрашиваю сейчас всех стариков в селах, у вас от того, что Ирина Федоровна поздоровалась с Путиным и в газету вам вручила, вам от этого есть достаток? Или предприниматель, у вас есть этот достаток? У вас в кармане что, прибавилось от пиярства этого? Не надо ходить. Надо вот сюда ходить на поле. Собрать всех, пойти на поле. Вот смотрите, что вам нужно, ребята. Мы давайте что-то изменим. Вместе думать. Давайте вместе думать. Никто вам здесь не принесет эти деньги. Знаете что? Я даже... Она как-то сделала, представитель Санкт-Петербурга приезжали сюда, да? Губернатор приезжал, замгубернатор, деньги тратили, все.
Я переговорил с одним из предпринимателей, крупный предприниматель. Давайте, говорю, как-то это. Он говорит, я заинтересован. Я сидел с ним почти 30 минут, переговорили там. Он говорит, а вы можете мне сделать проект какой-то? Обосновать сумму, все вот это. Бизнес-план Да. написать. Я ему сделал один проект, связан с теплицами, с ранним продуктом. Ему, знаете, я отправил ему электронную почту, все вот это. Через день он мне уже звонит. Я написал на 1 гектар, он говорит, так, 4 гектара давайте. Мне нужно было землю. Вот я сказал, как землю. Отказали. Я почему? Я мог бы частники, где есть, забрать меня. Но я попросил там землю, где есть инфраструктура. Какая? Это где? Где? Это вот, где Балазан заправка. Угу. Сзади, да? Пустое место, да? Ну, для теплиц нужна инфраструктура. Дело в том, что канализация идет до пекарни. Угу. Есть канализация. Дело в том, что свободной электроэнергии в лесхозе много. Пекарни много. И Финоза хочет им поставить, они платят за то, что свободный трансформатор работает и платят больше денег. И там есть прекрасная вода для переработки. Не буркутная. Прекрасная вода для переработки. И рядом газ. Вот связуя все вот эти вот, я посмотрел, что да, там можно поставить теплицу. Можно в других местах, но мне далеко тянуть газ, далеко тянуть канализацию. А как же наш промышленный парк в Камрате? Дело в том, что промышленный парк сейчас развивает только промышленную зону. Верхняя часть сельскохозяйственная. Туда еще нету ни инфраструктуры, ничего нет. Только говорим о том, что почти инфраструктура готова, да? Да, но тут я говорю, для промышленного, для сельскохозяйственного, это второй участок, они мне сказали, вот этот кусок там для сельскохозяйственного. Поэтому мы пока это сам. Ну, ждать, наверное, несколько лет я не собираюсь. Поэтому я попросил здесь, где есть все. Ведь там маленькая промзона. Завтра уже открывать работу. Да мы могли бы осенью, это было весной, мы могли бы осенью уже поставить. И теплицы работали бы, и переработка работала бы. И, ну, дело в том, что сейчас легко и быстро можно поставить любое оборудование, потому что сейчас не надо строить, как раньше. Сейчас блочное все. Привозите, вы у вас все там ставите. И человек был заинтересован. Когда я ему отправил это, он говорит, Коля, спасибо, вот у вас ничего не вы. Он издалека, Санкт-Петербург, говорит, у вас никогда в этом регионе не будет бизнеса. Это вы просите, умоляете, я хочу деньги вложить туда. И все. Человек даже больше он не захотел со мной говорить. Я говорю, ну вот, уже убеждаю, что поменяется власть, вот когда поменяется, тогда будем говорить. И пример я вам сказал, когда Якубов и как предприниматель России. Пока эта власть, наши деньги там не должны быть. Она скинут. Власть не заинтересована в развитии, получается, местного производителя. Вот я потом думаю, а как же Фуджикура? Значит, был интерес. Был интерес. А вот вы много говорили о визитах нашего руководства в разные страны. Вот все-таки мне интересно, вот открыты дороги для экспорта ГГУской продукции? И куда можно сегодня экспортировать нашу продукцию? В Россию, в Евросоюз? Вот есть такая возможность? Вы знаете, можно сегодня экспортировать продукцию на весь мир. Дороги открыты. Открыты. Некоторые позиции, если вы сделаете что-то новое, которое нету нигде, я вас уверяю, вас все купят. Все будут заинтересованы, потому что этого нету. Второе. Да, ну, в Европу есть квота, квотирование. В России нету квоты. Но, как вам сказать, я вот привожу пример. Мы приехали сюда, Магнит приехал сюда, мы посмотрели все холодильники, у нас нету продукции. То есть нам нечего экспортировать? Нету продукции. Вот даже простой пример, поехали в Кангас, холодильники, и они говорят, это все холодильники? Это вся продукция? Потом поехали яблоко посмотрели, все. Это вы говорите, что у вас 4000 гектаров? Они с поля не берут. Они берут только с холодильника. Так в Турции. У них так, это сеть большая. Это мы должны закупать с поля, ставить в холодильник, а потом они уже покупают. Да вот на это нужно выходить. И мы поехали по республике.
Вот я вам честно скажу, вот вчера отправили 2 машины, сливы, вот Кантемирский район, село Лингура. Да, знаем. Вы знаете, Иван Николаевич Балан, предприниматель, сегодня слива стоит, как будто только с сада убрали. В холодильниках, да? Холодильник. Я говорю, чего? Как ты? Коля, чтобы добиться, нужно приглашать специалистов. Ну да. Обработать так, и у вас будет, ну еще месяц стоит будет. Ну, говорит, уже хочу продать. Вы представляете, ноябрь месяц, у него слива, ну, я взял, ну, твердое, ну, режешь его, Холодильник смотришь. из холодильника определенная Не, температура сохраняется хорошо. Это все зависит с поля. Угу. Как вы на поле накормите продукт. Дадите ему много кальция, у него будет. Не дадите, не будет. Он так делает. Угу. Мы же хотим кости, чтобы крепкие были. Вот так и слива хочет, чтобы у него было все в достатке, он будет стоять. Так это нужно говорить, это нужно обучать людей. А то наши вырастили сливу, о, у меня хорошая слива. Кинул его в холодильник, все, он будет стоять. Не стоит там такой форме. Ее нужно подкормить, чтобы у него было все хорошо. Понимаете как? Даже простой пример. Вот Молдова виноград, да? Вот в Турции что делают? Там есть пакеты, продаются, в ящике ставят пакет, он асептический пакет. Это дольше хранится Молдова в ящике. И потом, когда вам нужно продавать, вы просто снимаете, он в ящике, все. Угу. Вот человек построил себе на 2000 тонн холодильник. Представляете, на 2000 тонн. И виноград, говорит, вот чтобы он был зелененький, я пригласил специалиста, он мне то-то, 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 и виноград. Объяснил, да? Вот для чего нужно образование, обмен опытом. Вот я почему говорю, вы не думаете, что вы вырастили это все. Вы должны были с самого начала сделать все для того, чтобы сохранить. Если вы думаете, что сохранить. Если на винзавод, это уже другое. И знаете как? И после того, когда я узнал цену винограда, который он готов, 15 ноября Молдова готова купить магнит. Угу. Он говорит, 15 ноября, максимум 20 ноября, 15 лей. И я когда сравнивал летом ребят, которые плакали, аж, знаете, как крик души у него. Некуда поставить, нет холодильников, продукцию вырастили хорошую и сдавали полею Молдову на винзавод. Вы мне сейчас объясните, я готов разорвать многих там, которые сидят наверху. Что получается? Наш крестьянин потерял 14 лей. Ладно, холодильник там. Это забота о людях. Это забота о людях. Так они позаботили. Я сейчас говорю всем крестьянам, людям, которые вот в селах. Вот давайте так, вы же весной придете к лидеру, вы захотите получить 200-250 лей на обрезку. Откуда он будет давать? Когда он не продал эту продукцию, у него нет денег. Я же вам сказал, 400 миллионов не добрали местные предприниматели. Это огромные суммы денег, которые ложатся в зарплату людей. Которые потом у людей появляются деньги, они в магазине, на базаре потом покупают. Это целая цепочка. Так надо же думать об этом, а не пиарством заниматься. Вот я говорю, прежде чем, понимаете как, можно сказать, что они изменятся. Они вот сейчас, я уверен вам, выборы будут сейчас, Башкан, будут говорить, что мы вот предпримем то-то. Люди поверят, потому что она с Путиным сфотографировался. Путин вам денег не даст в карман. Путин скажет, работайте, как он заставляет всю Россию работать. И работают люди. Показывают по телевизору, как сады свои сажают, как теплицы свои сажают. Так давайте здесь. А ведь мне стыдно было, знаете, как когда Татарстан, делегация Татарстана была, нас пригласили, мы послушали, и потом я взял одного телефона, переговорил, он говорит, вы знаете, мне негативное сложилось в Грузии. Вы только просите. Были бы предложения, давайте совместно, вот мы посадили столько-то, у нас готово то-то. Или показали бы, что вы переработали. Или умеете. Или умеете что-то делать. Тогда мы с вами делаем. Но когда вы говорите, что у вас на полях, это... Он понимает, что я вложу деньги на поле. Мне завтра может град быть, вот завтра может мороз быть. Мне это ничего не... Он поэтому боится денег. То есть гости из Татарстана приехали, ни с чем уехали.
получается. А что у нас есть какие-то сотрудничества с какими-то регионами России? Вот объясните, пожалуйста. Где те магазины, которые якобы дал Санкт-Петербург? А где они? Не знаю. Может, кто-то использует в своих целях? Где те холодильники, которые Ирина Федоровна ходила по Москве, говорила, вот здесь будет гагаузская цена? Где это? Ничего не сделано. А знаете где? Кинула предпринимателя. Якубова там строил. Кинула. А что, думаете, что сейчас кто-то, она умная, а другие не умные? Она словом только говорит, а человек деньгами рискует. Понимаете? Это то, что он за годы накопил. И сейчас послушайте ее, и завтра ее кидает. И что получается? Николай Георгиевич, вы пришли к нам в студию вот с такой интересной упаковочкой и с бутылочкой. Это после праздника вина? Ну вот смотрите, я писал точно так же проект. Просил, чтобы мне оборудовали. Расписал там. У меня есть... Проект на что? На что писали? На вот Или эти работу? европейские деньги, что были, 6,5 миллиона, говорите, да? Ну, грантовые. Мне нужно было купить варочный котел, который, вот вы почистили продукцию, кинули на сахар, все компоненты кинули, она мелит там, она варит там, все автоматика делает. И вы просто снимаете, рассосовываете в ведра 220 килограммов, и у вас получается повидло. А его вы повидло. У нас сад айвы, а его повидло. Сколько гектаров вы сказали? 15. 15 гектаров айвы, да. И я попросил, чтобы чтобы, ну, думаю, раз так, напишу я тоже. Отказ. И так пишут. Как обосновали? Обосновали. Что у вас там что-то не то с финансами, но это очень хорошая идея, мы были бы рады, если вы воплотите это в жизнь. Хорошо, я-то это без вас сделаю, но доверия у меня к вам нету. И точно так же у остальных людей доверия. Это не я один. Я многих ребят, которые вот... А вот ваше мнение, почему так произошло? Почему вот хорошая идея понравилась, А знаете, что мне отказали? сказали? Вы не в нашей команде. Так и сказали? Не сказали, но, наверное, вы не тот человек. Понимаете? А что, я деньги плачу, налоги плачу за то, чтобы вы пришли и вот здесь говорили, что я в этой команде, не в этой команде, тогда я вам вообще деньги не буду платить налоги, раз я не с вашей команды. А что, есть свои предприниматели и не свои предприниматели? Да. А что, вы не знали? Ну, У меня предприниматель спросил, говорит, Николай Георгиевич, а как там с грантом, как прийти? Я говорю, вот вам фамилия, вот идете туда, туда, туда. Знаете, что мы спросили? А кто вас, делегировал сюда? То есть кто вас... Кто посоветовал? Не посоветовал, а кто вас направил? Если направил кто-то, это не то. А если направил то, значит там все нормально. Таким образом распределяются европейские деньги, да? Получается, Так. из Грузии. Так. Интересно. Ну, а скажу о своей продукции. Вот, как вам сказать? Ну что в бутылочке сначала? Это уже Ну, я сказал, продукт, наш да? сад айвы. Вот мы сделали вяленую айву. Это где-то продается у вас? Это сейчас уже будет продаваться. То Мы есть сделали это вы технологическую готовите? инструкцию, сделали, мы все документы сделали, все. Сохранили в этом году. Холодильника нету. Я уже пошел другим путем, нашел, вот что значит познание. Да. Другим путем сохранил его, и у меня, допустим, сейчас сохранности продукции. И вот после этого мы получаем вот такую вяленую продукцию. Это, я вам честно скажу, вот я отправил месяц назад, не месяц, 3 недели назад отправил на сельскохозяйственную выставку во Францию. У меня там есть хороший друг. Говорю, посмотри, он говорит, 3 килограмма, там я сам рассосую, все. Вы знаете, там во Франции... Натуральный продукт чистейший. Во Франции проходит сельскохозяйственная выставка 22, 25 или 26 октября была. Это мировая выставка. Он говорит, Коля, нету. Вообще нету такого. Очень в шоке голландцы, бельгиец, итальянец, немец. И я жду, сейчас он лег в больницу, потому что он поехал специально во Францию. Там, он отсюда орехи отправляет во Францию. Как я говорю, выйду с больницы, там после этого приедет и найдем. Вот вам, пожалуйста, когда переработка. Но для этого я должен привлечь сейчас людей, которым буду платить. Ведь появляется работа зимой у людей.
в теплом месте сидеть и зимой работать. Понимаете как? Это моя дополнительные деньги, которые я буду получать. Это дополнительные деньги бюджет будет получать. Если я ваш, не ваш, сказал бы сейчас, так я вообще не буду платить деньги. Ну, невозможно так, я экспортировать должен. Будут штрафовать закон. У нас штрафовать Это умеют. быстро они умеют. Второе, побочный продукт получается, вот, пожалуйста, экстракт. Это что, тоже айва? Это из айвы экстракт. Как бы уже, то есть аромат. С него вы что хотите делать то? Что Вы можно печете сделать? дома? Да. Пожалуйста, Да. яблочный пирог делаете. Поставьте это немножко, вы увидите аромат по всему. Вы чай, кофе пьете? Не надо чай, кофе. Налейте туда вместо этого айву. Чем айва полезна? Очень много железа в ней. А железо это активность. Железо это выработка гемоглобина. И очень много пектина. Вот вам и здоровье людей. Для Здоровье людей, людей. да? Вы знаете, я на рынок выходил, и бабушки мне говорят: Николай Юрьевич, вы знаете, чем торгуете? Я говорю: айвой? Нет, говорю, сынок, ты торгуешь здоровьем. Вот почему нельзя делать, вот смотрите, ну Молдова такая, да? Мы хотим и туристов сюда, и все. Почему нельзя сделать, привлекать? Ведь вся Молдова знает, что у Гагауза хорошая брынза. Да, Да? конечно. Все знают, что шкуры вина хорошие. в Гагаузии тоже Вина смотрят. хорошие. Так слушайте, нельзя только на это. Давайте другие варианты есть. Ведь вся Молдова знает, что на юге лучшего качества. Аромат. Больше солнца. Больше солнца, меньше воды. Знаете как? Я почему говорю? Потому что я сушилку имел. И я сушил чернослив. И у меня друзья, которые имеют не в Смоленском районе, где-то, жены их, Коля, если приедешь, он говорит: жене возьми, пожалуйста, она... Южную привези. Да, южную привези, потому что вкуснее. Понимаете как? Почему это нельзя бренд только делать только на вино или на чего-то? Кучу всего. Понимаете? Можешь ту же и сливу переработать, тоже и яблоко, тот же персик. Я когда у Гагауза там был в Греции, один из них говорит, он поставил пюре делает, а я сейчас выбиваю, там государство дает субсидии. А я ставлю, чтобы делать на квадратике и в банках, как вот ананас есть в банке, да? Собственно, соку в банках. Ну слушайте, ну объявите вы по всей Гагаузии, объявите, что вот кто пойдет на это, то мы вам дадим грант. Не так раздавать этот грант. Своим. Вот, своим. Скажите, вот грант получит тот, который поставит переработку персика. Вот есть направление, мы хотели бы видеть вот это вот. Давайте, человек пойдет. 10 будет человек, выбирайте из 10 одного, кого привлекательного, у кого-то. Вот так нужно делать. А так, как вы делаете, что распределяете непонятно куда. Кто-то пирожки, хочешь вы на киоск даете 15 тысяч евро. Это как? Или пошить там что-то. Тоже грант. Это тоже нужно. Да? Но вы же поймите, вы же объявили программу посадки многолетних насаждений. Это длинные деньги. Это деньги, которые... Ведь человек один не сможет, допустим, у него 5 или 10 гектаров. Он привлекать должен обязательно на обрезку людей, на уборку людей, на переработку людей. Понимаете, это связано с рабочими местами. Это связано, я вам сказал, квалифицированными технологами, инженерами, киповцами. У нас уже инженеров нет. У нас киповцев нет, старые, которые остались, вот и все. Это деградация. Понимаете? И какой выход из сложившейся ситуации вы вот видите? Что нужно делать и есть ли смысл вкладывать деньги в сельское хозяйство? Я всем говорю, всегда есть смысл. А если так поступает власть, не надо от нее ждать манны небесной, делать свои дела, но на выборах делать свое. И объясните всем вашим, которые приходят на обрезку, на все, что не могу больше, потому что вот урожай был, и мне не помогли, не подсказали, не поддержали. Понимаете как? Но люди всегда выбирают в надежде, что будет лучше, что будет... Значит, смотрите сюда. Если вам 1 год, 2 год, 3 год, 4 год этой надежды нету, у вас и дальше не будет этой надежды.
Ни кроме на что дальше не пиарства, надеяться. дальше не будет никакой надежды. И забудьте вы то, что эти, кто сейчас у власти, что это будет надежда. Не будет. И вот это пиарство. Путин стремится к тому, чтобы только прийти к Путину и поздороваться, и вам дадут, у вас в кармане не прибавится. Наоборот, скажите, а ну-ка не Путин иди, а вот сюда иди посмотри, что у меня творится в саду. Чего же, Бум говорит, некуда сбывать урожай, да? Чего же не принял исполком, что давайте примем решение, нам надо этих людей освободить от налога, наверное. Наверное. Помочь хотя бы таким образом. Да. Давайте соберемся, посмотрим, может быть мы организуем, чтобы они ярмарку, чтобы они продавали на местном рынке свой продукт. Нет этого. А если этого нет, значит у людей что в голове? Думать о вас еще 4 года? Да не будут они думать о вас. Вообще не будут думать. Ну что ж, Николай Георгиевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что говорили мы сегодня в ходе передачи «Дискуссия о проблемах сельского хозяйства» с предпринимателем города Камрад Николаем Георгиевичем Мардарь. Спасибо. Еще раз спасибо за участие. До встречи в эфире.